Прежде чем полностью собирать наши листики, мы их еще попробуем с вами обработать одинарным ножом. Вот, например, листик какой у меня получился. Вот, 2 листа готовы. Сейчас на третьем я вам покажу. Обрабатываем все на полужесткой подушке одинарным ножом или копеечкой. Обрабатываем чисто только вот эту вот зеленую часть, проводя вот такие полоски с нажимом к верхушке цветка, и дальше опускаемся без нажима. Опять с нажимом к верхушке и спускаемся без нажима. Таким образом обрабатываем только зеленую часть. А сама поверхность становится более натуралистичной, лепесток уже вот. И теперь вот в некоторых местах мы можем прям вот продавить больше, где-то сделать какие-то такие изгибы у лепестка, и он будет больше походить на натуральный. Где-то подтянуть верхушечку. Можно с изнанки немножко краешек подогнуть. Вот листик, допустим, прогревается, и тут же вторую сторону вот беру, там где пока еще тепленько, немножко подгибаем. То же самое и с этой стороны можем сделать. Прогреваем и немножко подворачиваем внешний край лепестка и создаем ему форму. Вот таким образом можно обрабатывать еще лепестки, которые достаточно трудно обрабатываются другими инструментами. И вот у нас теперь уже 3 лепестка готовы, из которых мы уже можем собрать полностью цветок. Вот наша серединка. Теперь мы должны просто подложить к нашим внутренним лепесткам внешний, предварительно немножко вот это основание, которое мы с вами подклеивали, промазываем клеем, обмазываем его. Так делаем полностью с 3 лепестками большими. А теперь эти лепестки собираем. Вот. Между этими 2 накладываем этот лепесток. Вот так. Далее между этими 2 следующий лепесток. Это уже 2 и 3. Вот у нас 3 лепестка. Мы их как бы скрепили. Теперь можно добиться того, нам нужно добиться того, чтобы все эти 3 лепестка очень хорошо собрались, не распались. Поэтому я беру нитку и ниткой скручиваю. Вот. И таким же образом я скручиваю оставшийся стебелек. Все литончики, которые у нас вот от нижних лепестков, я прикручиваю к основанию нашего стебелька. Полностью весь стебелек собираю, чтобы он был потолще. А теперь мы берем тейп-ленту, берем клей,
Клеем промазываем полностью весь стебель, начиная с основания, и подклеиваем тейп-ленту. И вот это место, особенно которое вот идет сейчас, переходит от цветка в стебель, нам нужно хорошо накрутить, чтобы переход был незаметный. Не так вот, допустим, здесь тоненько, а потом резко вот так толстый у нас стебель. Он должен как бы аккуратно переходить. Вот. И далее все собираем. Особенно кончик стебля тоже откручиваем. Вот. Вот что у нас получилось. То есть стебелек достаточно большой. Сейчас вот я кончик немножко отклею. Теперь наш ирис можно раскрыть, как нам надо. Теперь смотрите, у нас есть 3 чашелистика и 2 листика. 3 чашелистика мы с вами можем подклеить сейчас вот сюда, между нашими лепестками. Для чего именно сейчас я вам расскажу. Чтобы наш цветок как бы был более такой устойчивый, чтобы нижние лепестки не падали сильно вниз. Мы их поддержим чашелистиками. Вот первый чашелистик укладываем между 2 лепестками. То есть часть его прям на лепестки, а часть вот верхушечку немножко ниже, вот сюда на стебелек. Прижимаем хорошенько. Берем следующий чашелистик, накладываем его между 2 лепестками следующими. Также подклеиваем, прижимаем. И очень важно, чтобы они были подклеены именно на края соседних лепестков. И вот между 2 вот этими краями, вот этот и вот этот, подклеиваем следующий. Видите? Следующий чашелистик. Вот. Выкладываем его. Немножко держим, чтобы все подклеилось. Очень рекомендую положить вот в данный момент сейчас наш цветок и дать возможность полностью ему подсохнуть. Потом уже дальше продолжать с ним работу. Но вот уже даже на этом этапе у нас уже цветок держится. Вот, то есть мы его уже можем раскрыть так, как нам надо. Вот, например, так. Вот, уже в таком виде. Мне очень нравится. Вот. Теперь мы берем кусочек кожи. Вот, я его покрасила той же краской с лица. Нам нужно его им обклеить наш стебелек. Мы смазываем на полностью кожу. Вот, намазали клеем. Очень хорошо весь кусочек промазать, чтобы не было вот проплешин. Все, чтобы было промазано. Вот, теперь тоже вытираем. Теперь, смотрите, подставляем к краю нашего стебля. Берем ножницы и на высоту стебля, это вот так, отрезаем лишнее. Потому что вот часть, вот эту мы будем вот так сгибать. Оставшееся сейчас тоже здесь немножко лишнее обрежу. Остальное обвернем вокруг стебелька. Аккуратно берем кусочек кожи и аккуратно его закручиваем. Следим за тем, чтобы весь стебелек обкрутилась, чтобы не было складочек. И самое главное, чтобы края были ровные, не сползали. Вот, следим за тем, чтобы все было очень аккуратно. И краешек тут аккуратно, края. Если что-то вот немножко попал клей, мы тут же подчистим. Вот, и такой красивый получился у нас стебелек. Теперь берем наши листики. И вот 2 места есть, где нам надо кое-что закрыть. И мне не очень нравится, как все лежит. Закрываем листиками. Краешки листик смазываем клеем. Лучше сразу 2. Размазываем клей. И вот с одной стороны заклеиваем лист. Прям сверху наклеиваем. И с другой стороны наклеиваем. Листики я специально сделала немножко
с другим оттенком, но использовала тот же зеленый, из которого мы делали чашелистики. Вот. Что у нас получается? Надо дать возможность нашему цветку еще высохнуть. И далее, как он высохнет, уже в зависимости от того, для чего вы это делаете цветок, ну, он может идти на шляпку, он может идти на ободок, либо на повязку, он может идти как брошь. И в зависимости от этого нам нужно делать, либо прикреплять либо к ободку, либо под него делать закол. Вот такой красивый ирис у нас получился. Так он у меня выглядит. Почему-то через видео сейчас у меня темно в комнате. Я вот не включаю специальный свет, но все равно почему-то кажется здесь больше синего, хотя сам цветок у меня фиолетовый. И потом уже, когда у вас все это более-менее подсохнет, можно цветок сделать более пышным, придать ему форму. Либо сейчас вот придать необходимую форму и поставить его хорошенько просушиться. Таким образом, мы сегодня с вами сделали вот такой красивый ирис из кожи. Спасибо за внимание. С вами была Ольга Канунникова.